Далее на канале Якутия-24 мы подведем информационные итоги дня сегодняшнего, пятницы, 16 сентября. В студии Иван Лазаренко, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Глава Якутии продолжает работать на Петербургском международном газовом форуме. К концу подходят основные ремонтные работы проспекта Ленина в столице. Что осталось доделать? В Якутске состоялся семинар совещания финансовых работников «Эффективное управление общественными финансами». Маммологи республики обсудили вопросы современных подходов к клинической маммологии. В Приморской картинной галерее проходит выставка в ауре космоса «Современное изобразительное искусство Якутии». Глава Якутии продолжает работать на Петербургском международном газовом форуме, который стартовал 13 сентября. Это крупнейшее отраслевое мероприятие в России, программа которого охватывает все направления нефтегазовой отрасли. Айсен Николаев принял участие в работе круглого стола, роли и место сжиженных газов в реализации программы социально ориентированной газификации Российской Федерации, где рассказал о ходе газификации в Якутии и планах на будущее. Большая задача у нас стоит также сейчас в целом по развитию не только добычи газа, не только переработки, но и социальной дегазификации. И мы на встречах здесь с руководителями, ответственными от «Газпрома» по социальной дегазификации, еще раз сверили часы. В республике социальная дегазификация идет по плану. В принципе, мы одни из таких, твердых отличников в этой части. И очень надеюсь, что мы и в дальнейшем с помощью крупнейшей газовой компании мира, с помощью «Газпрома» сможем эти вопросы социальной газификации, особенно в сельской местности, решить более быстро и эффективно. Между тем, на полях Петербургского международного газового форума состоялся и финиш автопробега «Газ в моторы-2022». КАМАЗы шли из Владивостока в Петербург 1,5 месяца. В Якутии была также организована отдельная ветка автопробега по маршруту Нерюнгри-Ленск, куда к колонне КАМАЗов присоединились еще несколько автомобилей. О железных конях на экологически чистом топливе в материале Айсены Бурнашовой. Самый протяженный в отечественной истории автопробег газомоторной техники завершен. Всего за 46 дней эти махины преодолели 25 субъектов России, оставили позади 10 тысяч километров и добрались из Владивостока до северной столицы. Грузовики специально разработаны по заказу «Газпрома». В качестве топлива используют сжиженный природный газ. Эти красавцы – тягачи КАМАЗ-5490 «Нео». Каждый грузовик оснащен 2 криобаками с каждой из сторон. Вот один из баков. Именно они и позволяют преодолевать большие расстояния до 1400 километров без дозаправки. В Якутии была организована отдельная ветка автопробега по маршруту Нерюнгри-Ленск, посвященная столетию нашей республики. 18 машин на всех видах газового топлива проехали более 2500 километров якутских дорог. Сейчас мы использовали все 3 вида газового топлива, которые популярны, которые мы развиваем у нас в республике. Это метан, это пропан, бутан и сжиженный природный газ. Кстати, у нас уже по просторам нашей республики 50 КАМАЗов ездят на СПГ. Автопробег показал высокую эффективность использования СПГ на протяженных маршрутах, а также его экологичность. Использование природного газа позволяет снизить содержание в выхлопе углекислого газа на 25%, а угарного газа на 75%. При этом благодаря низкой цене обеспечивается значительная экономия. Газ – это 10 раз по разным показателям снижение воздействия на среду. Поэтому думаю, что многие для себя правильно воспримут, и граждане посмотрят экономию по бензину при переходе на газ, по транспортному, например, налогу. Компании увидят для себя такой же потенциал. И все вместе мы получим хороший, серьезный экономический и экологический эффект. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров. Напомним, что пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября, а последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа. 5 сентября пожароопасный сезон был завершен в первых 14 районах.
350 тонн рыбы шоковой заморозки прибыло в Якутск из северных районов. В этом году в рыболовецких хозяйствах путина прошла успешно, поэтому рыбной продукции достаточно много. Сейчас завезли омуль и чир. О том, как проходит арктическая навигация, смотрите в сюжете Светланы Амосовой. 15 сентября в 5 часов вечера к Якутскому речному порту причалил теплоход «Магдебург». Судно проделало большой путь. Сначала рыбу добыли на реке Лена, потом на Индигирке. Теплоход по плану с Якутска отплывает 20 сентября с товарами первой необходимости для Колымской группы районов. А сейчас пока проходит разгрузка свежей рыбы. 350 тонн рыбы выгружают речники в круглосуточном режиме, чтобы успеть загрузиться к следующему рейсу. Это продукция рыбаков и Индигирки, Булунского района. Омуль, чир. Далее Магдебург проследует по маршруту Якутск, Зеленый мыс, Нижнеколымский Улус. С крупнейшего склада пятитысячник на судне в определенном температурном режиме будут отправлены овощи. Это картошка, капуста, морковь, свекла и скоропортящиеся продукты питания, молоко, колбасные изделия и другие. Навигацию мы планировали перевести 5000 тонн. На сегодня фактически доставлено до мест 3800. Осталось во второй тур арктической навигации довести 1200 тонн. Все идет по плану. Мы имеем уверены, что мы все довезем в целости и сохранности. 6 тонн рыбной продукции будет реализовано в Якутске в ближайшее время. Эта рыба принадлежит рыболовецким хозяйствам, и цену на рынке будут они определять сами. А для населения города Якутска мы заготовили сами по договоренности с рыболовецкими хозяйствами омуль шоковой заморозки. Мы его продавали буквально неделю назад, когда пришел Мальчиков. И сейчас с Магдебургом мы тоже начнем продавать. Цена будет 350 за килограмм. Арктическая навигация идет по запланированному графику. Сейчас важно не отставать от плана и успеть завезти в северные районы необходимые продовольственные товары до первого льда. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. К концу подходят основные ремонтные работы проспекта Ленина в Якутске. Асфальтирование дороги и установка тротуарных плит завершилась на 70%. Об этом сообщил заказчик работ «Главстрой». Впереди работы по благоустройству и следующий этап реконструкции продолжит Саргалана Неустроева. Вот уже более полугода главная артерия города перекрыта. Запуска машин на проспект каждый горожанин ждет с нетерпением. Это не только разгрузит плотный трафик автодвижения на остальных улицах, но и покажет, каким станет весь облик города через несколько лет. Однако уже сегодня можно увидеть положительные результаты реконструкции проспекта. Результаты положительные у меня. Все нормально, так и должно быть. Велодорожки, новые тротуары, новые дороги, асфальт. Все хорошо. Очень качественно сделали, как я смотрю. Мы там уже прошлись. И вроде все недочеты, как по мне, их скрыли. По ощущениям, вроде хорошо работает, все заканчивается вроде. Тротуары широкие, велодорожки появились. Сегодня работы по асфальтированию завершились только на одном участке проспекта с улицы Каландрашвили до улицы Октябрьской. В данный момент активно производится укладка тротуарных плит, парковочных мест, перекрестков и других нюансов современного благоустройства. Здесь учитывается все, в том числе и самые наболевшие моменты. Не секрет, что главная проблема якутского пешехода зимой – это скользкое тротуарное покрытие. На этот раз проектировщики проспекта Ленина задумались над этим вопросом и приобрели гранитную тротуарную плитку с шероховатой поверхностью, которая в теории не позволит пешеходу заскользить в холодное время года. Однако в ходе строительства дороги возникли и трудности. Так, весной на глубине более метра земля растаяла, и грунтовые воды подмыли почву под будущим полотном. На решение проблемы ушло драгоценное время. Сроки строительства стали сжатыми. Отработав в таких глубинах, мы решили для исключения возможности дальнейших просадок, для исключения рисков обрушений полотна, провести повторное геологическое обследование и дать оценку. И, возможно, исходя из этой оценки, провести какие-либо мероприятия
которые обеспечат устойчивость конструкции. В настоящее время производится геофизический и геологический мониторинг за построенным дорожным основанием. Также производится монтаж водоотводной системы. Таким образом, еще одна проблема города – лужи – будет решена. А уже в октябре улицу будут освещать новые фонарные столбы. Однако полноценным видом обновленного проспекта жители и гости столицы смогут насладиться только в следующем году, по завершению второго этапа реконструкции. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Тем временем в Нерюнгри продолжается благоустройство восточной части парка имени Черяева. Сумма контракта, которая составляет 47 миллионов рублей, была выделена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды несколько лет назад. Сейчас стоимость некоторых стройматериалов повысилась до 2,5 раз, поэтому большинство компаний отказались от участия в торгах. Срок, в который должен уложиться подрядчик, составляет 2 года. Напомним, что договор с прошлым подрядчиком был расторгнут из-за некачественного выполнения обязательств и несоответствия сроков. В апреле этого года городская администрация заключила контракт на строительные работы с новым подрядчиком. И в мае индивидуальный предприниматель Александр Прощелыгин со своей командой приступил к выполнению работ. Мы столкнулись с наследием от предыдущего подрядчика, там вплоть до мусора, и многие моменты нам пришлось просто переделывать. Разгребли наследие и потом только приступили уже к своим работам. И здесь много было факторов, которые где-то машина не могла подойти, где-то куча щебня оставались. Вот приходилось это все вывозить, перерабатывать. Лучше с нуля делать, чем за кем-то. Положили вот около 4000 квадратов плитки, сделали все дорожки, светильники, и будет видеонаблюдение, теплый туалет и 3 детских зоны площадки. И плюс навес с качелями, это такой арт-объект будет. Учителям, отработавшим 5 лет в арктических и северных школах, вручили сертификаты на улучшение жилищных условий. В 2017 году более 30 педагогов подписали договор о работе. И 5 лет преподавали разные предметы в Абыйском, в Верхнеколымском, Эмиконском, Эвино-Батантайском и других арктических районах. Сегодня министр образования и науки региона Ирина Любимова торжественно вручила педагогам жилищные сертификаты на сумму 2,5 миллиона рублей. Напомню, республиканская программа «Жилье для учителей» реализуется с 2006 года. За это время более 260 учителей воспользовались господдержкой. Сумма финансовой помощи составляет 50% от стоимости однокомнатной квартиры в Якутске. Отмечу, что в новом учебном году 25 педагогов заключили договоры и уже преподают в отдаленных северных широтах. 5 лет прошли, как 5 месяцев я проработала, работаю даже учителем математики, информатики в этой школе. Работаю техником в пункте ПП для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Там условия есть. Молодые учителя всегда к нам приезжают, каждый год к нам приезжают. И я осталась еще на 1 год. И сертификатом хочу купить здесь, в городе Якутске, квартиру. Рак молочной железы – самая распространенная болезнь по всему миру. Сегодня в стенах маммологического центра республики прошла научная конференция. О том, какое внимание уделяется женскому здоровью, узнала наш корреспондент Галина Чекурова. Главной задачей для маммологического центра является раннее выявление патологий среди женского населения республики. В честь десятилетия с начала работы маммологического центра прошла научно-практическая конференция. В нем обсуждались современные подходы к диагностике и лечению заболеваний молочных желез, благодаря которым увеличивается возможность предотвратить развитие болезни. Мы ежегодно делаем операцию у себя в дневном стационаре, но мы специализируемся в основном на доброкачественных опухолях и опухолях неизвестного характера, неопределенного характера. Из них тоже после нашей секторальной резекции получается, что по гистологическим исследованиям приходит рак молочной железы. Потом мы их обследуем и уже на большую операцию берем. Раком молочной железы мы тоже занимаемся. Сейчас в последнее время, как и во всем мире, мы делаем органосохраняющие операции, онкопластические операции, симметризируем другую здоровую молочную железу. Но это, конечно, при ранних стадиях.
Одной из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин в мире является рак молочной железы. Так как самостоятельно невозможно определить новообразование, специалисты рекомендуют проходить ежегодное обследование. Всего за год в маммологическом центре обследования проходят более 10 тысяч женщин. Из них было проведено 100 операций по удалению опухоли. По нашим данным, так как Институт Герцена, который представляю, ведет канцер-регистр общероссийский, вновь выявленных случаев рака молочной железы 65 тысяч. По предыдущему году, который вошел в статистику. Но мы имеем небольшое снижение из-за того, что испытываем еще до сих пор ковидные последствия, так как 2 года была пандемия, многие профильные учреждения были переведены под лечение коронавирусной инфекции, и это сказалось на обращаемости и, соответственно, выявляемости новых случаев рака молочной железы. Так, по 2019 году было на 10 тысяч больше, почти 75 тысяч вновь выявленных случаев, и вот такие цифры на сегодняшний день мы имеем. В конференции также приняли активное участие общественные организации. Как они говорят, в республике ежегодно проходит всемирная акция «Розовая лента», благодаря которой проводятся профилактические мероприятия по всему региону. А также с 2020 года в муниципальных образованиях открыты маммологические кабинеты. Конечно, большой их вклад и в деятельности нашей общественной организации, в таких работах, как выезды врачей маммологического центра в отдаленные северные улусы, в частности, участие руководителя центра Любовь Никифоровны Коростелевой в поездках в отдаленные северные улусы. На конференции отметили, что женское население республики пренебрегает заболеванием молочной железы, так как присутствие патологии самостоятельно выявить невозможно и необходимо проводить больше мероприятий по профилактике данного заболевания. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске состоялся семинар совещания финансовых работников «Эффективное управление общественными финансами». В этом году республика впервые приняла специалистов финансовой системы регионов Дальнего Востока. Примечательно, что мероприятие прошло в рамках юбилейного года. В этом году Министерству финансов республики исполнилось 100 лет. Основными вопросами на повестке совещания стали новации бюджетного законодательства и изменения в системе управления государственными программами и национальными проектами. Отмечается, что данная тема актуальна не только в связи с нынешней геополитической обстановкой, но и необходимостью обновления финансового законодательства. Наше законодательство, оно такое проживает какое-то такое время, когда все вроде как и уже все зародилось, уже все есть, устоялось, но учитывая, что практика прошла, требует корректировки, и учитывая, что корректировок очень много уже произошло, то возникла такая уже необходимость, может быть, даже изменением самого основного нашего закона, это редакции бюджетного кодекса, мы как его называем НРБК. Отметим, что в мероприятии участвовали не только специалисты из Якутии, но и представители министерств финансов из 7 регионов Дальнего Востока. В рамках семинара прошел также круглый стол. В нем приняли участие директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов России Татьяна Саакян и заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамюнов. Напомним, что семинар совещания о новациях в бюджетном процессе проходит ежегодно. Для кого не секрет, что наша современная экономическая реальность, она очень быстро меняется. И финансистам очень важно держать руку на пульсе, чувствовать и прорабатывать те изменения в законодательство, которые в настоящее время вносятся. И сегодня была очень важная встреча. В рамках акции «Оберегай природу» специалисты компании «Алроса» продолжают знакомить школьников республики с основами экологической грамотности. В эти дни экологический центр алмазной компании посетил более 20 школ вилюйской группы улусов по 2 маршрутам по берегу реки Вилюй. В этом году проект «Алроса» совпал с всероссийской акцией по очистке берегов водных объектов «Вода России». Подробности в материале далее. Ничто не влияет на состояние природы так, как деятельность человека. Никакие стихийные бедствия не оказывают более серьезного и долговременного эффекта на окружающую среду. Бережное использование природных ресурсов и предотвращение негативного влияния на экологию – главные приоритеты деятельности «Алроса». Данная акция проводится в рамках утвержденных социально-экологических мероприятий и всероссийской акции «Вода-22». В рамках этой акции мы проводим классные часы для детей, рассказываем про нашу компанию, про наш центр и в целом, как нужно охранять окружающую среду. Также мы в рамках этой акции подаряем сувенирную продукцию, лаборатории и многое другое.
Акция «Оберегай природу» стартовала в 2019 году и получила положительный отклик не только среди школьников-участников, но и среди всех жителей Вилюйской группы улусов. В эти дни специалисты компании провели акцию для ребят, которые уже с малых лет заинтересованы вопросами сохранения экологии родной республики. Так, в эти дни сотрудники экологического центра «Алроса» в составе 2 групп посетили и провели занятия более чем в 20 школах в нескольких населенных пунктах. Данное социально-экологическое мероприятие проводится в компании «Алроса» ежегодно. Я считаю, что проведение данных социально-экологических мероприятий необходимо и очень важно для просвещения школьников, научить их любить свою природу и заботиться о ней. У нас работают 2 группы, выехали в понедельник, с охватом 9 школ. Мы проехали Тюбяйскую школу, побывали в Устье, в Тайбахое, и вот сегодня мы в Сунтарах. И 2-я группа уехала в Верхневилюйский улус и Нюрбинский район. Одним из важнейших вопросов является оценка и контроль состояния окружающей среды. Гораздо легче предупредить угрозу, чем устранять последствия. Подаренные школам мобильные испытательные лаборатории «Пчелка У-Био» позволят преподавателям вместе с учениками проводить занятия по биоиндикации и биомониторингу водоемов. Помимо классного часа, специалисты «Алроса» проводят с ребятами субботники на берегу рек. Администрации школ заранее выбирают участки для уборки и совместными усилиями очищают их от мусора. Мероприятие проходит очень активно, дети остаются довольными. Сегодня для наших учащихся Баянской школы прошел очень хороший, насыщенный день, так как работниками акционерной компании «Алроса» проведен классный час очень с актуальной темой о природе, о сохранении нашей экологии. Да? И потом в конце классного часа нам вручили нашим детям подарки. И мини-лаборатория «Пчелка» подарили для нашей школы. Силами учеников всегда 2 раза в год, весной и осенью, мы обязательно проводим субботники. И обязательно никогда не забываем во время проведения субботников нашу реку, наш берег реки Вилюй. «Алроса» последовательно снижает нагрузку на окружающую среду, внедряет новые технологии и совершенствует систему экологического обучения сотрудников. В период с 2019 по 2023 годы компания планирует потратить на природоохранные мероприятия около 30 миллиардов рублей. Константин Волков, Якутск. Изучать естественные науки на качественно новом уровне сможет еще больше мирнинских детей. В алмазной столице одновременно запустили 4 точки роста на базе 3, 7, 10 и 12 школ. Точка роста – это сеть образовательных центров, которые создают по нацпроекту образования. Площадки открывают в селах или малых городах численностью до 60 тысяч человек. Здесь ребята смогут посетить дополнительные занятия, на практике отработать материал, изученный на уроках физики, химии и биологии, а также разработать и собственные проекты. Накануне в Якутии прошел марафон открытий точек роста. К проекту присоединились 110 школ. У школьников теперь еще больше возможностей для участия в конференциях и фестивалях разных уровней, считают в Минобрнауки региона. В Ленске проходит 9-й православный съезд молодежи. С участниками проводятся круглые столы на повседневные и очень важные темы. Дети принимают участие в социальных акциях, смотрят и обсуждают тематические фильмы, соревнуются в интеллектуальных играх. Организатором съезда выступают отдел православной культуры Ленского районного управления культуры, а также Комитет по молодежной и семейной политике Ленского района. Цель такого мероприятия – воспитание моральных и духовных ценностей у подрастающего поколения. Просто рассылается приглашение по всем школам, по всему району, и все желающие приезжают, естественно. Если нужна какая-то помощь с проездом, то, конечно, стараемся всем оказать эту помощь. Наконец-то в этом году мы все собрались вновь. В съезде принимают участие 100 человек, около 100 человек. Это ребята из школы Ленского района и также с Ленского технологического техникума. С 26 августа в Приморской картинной галерее проходит выставка «В ауре космоса. Современное изобразительное искусство Якутии». Выставочный проект приурочен к празднованию столетия со дня образования якутской автономии и пройдет в рамках Дней культуры и искусства республики во Владивостоке. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. В
парадном зале галереи в сопровождении этнической музыки зрители могут погрузиться в традиционную культуру народов Саха, глубокая древность которой отражена в современном изобразительном искусстве. На выставке представлены произведения из собраний Национального художественного музея республики. Художники Якутии, вобрав лучшие традиции русской художественной школы, создали на земле Лонхо свою эстетическую платформу, питающуюся из двух могучих источников – национальных традиций и мирового художественного наследия. Вот те 2 с лишним недели, что длится выставка, зритель довольно активно идет в наши стены, и уже около 1000 зрителей посетило эту, безусловно, интереснейшую выставку. Есть отзывы, есть интересные диалоги. То есть вот то, что зритель не остается равнодушным, вот для меня это представляет наибольшую ценность, потому что когда искусство трогает, значит, это и случился тот волшебный, так сказать, волшебное соединение художника и зрителей. Также на выставке представлены реконструкции национальных костюмов к фильму «Тыгын-Дархан». Шаманские обряды на колоритных картинах предстали из истории жизни жителей якутских сел. В скульптурных композициях зрители увидят современную интерпретацию фольклорно-эпических мотивов, легенд и сказаний. А Даяна Дымбрылова из Якутии, проживающая во Владивостоке уже несколько лет, с удовольствием посетила выставку, в которой отражена вся палитра традиций и обычаев народов Якутии. Находясь вдали от родины, я очень рада посетить данную выставку, которую собрал одни из лучших и удивительных экспозиций нашей республики. И меня пробирает гордость за то, что у жителей и гостей Приморского края есть уникальная возможность ознакомиться с культурой и традицией Республики Саха-Якутия. Выставку дополнила образовательная программа с настольными играми для детей и взрослых, способствующими развитию мелкой моторики и погружению в культуру народа Саха. Напомним, выставка продлится до 2 октября. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. И в завершении о погоде в Якутске на ближайшие выходные. 17 сентября в субботу ожидаются порывы ветра с небольшим дождем в конце дня. Температура воздуха ночью составит от 1 до минус 3 градусов, а днем плюс 12-14. В воскресенье 18 сентября в столице температура воздуха ночью составит от 0 до минус 1, днем воскресным плюс 5, плюс 8 градусов. Вы смотрели итоги дня. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.